я сейчас сужу. Первое, скажем так, статусное соревнование, имеющее огромный статус. К нам приехал судья международного класса. Вот раньше то, что мы проводили сами по себе, да, между собойчик, это было как бы вот действительно клубные, внутри клуба, кто сильнее, кто слабее, ну и все в таком духе, да. А сейчас вот я очень рад, что у нас уже статус наших соревнований уже поднялся. В этом году уже второй уже, скажем так, достаточно высокого уровня соревнования. Мы в этом году с помощью наших гостей проводим первое официальное соревнование с присвоением спортивных разрядов. Участники соревнований в этом году впервые в Якутии получат спортивные разряды по скалолазанию. В дальнейшем расчет будет сделан таким образом, что у нас разрядники и высокоразрядники будут увеличиваться, уровень мастерства спортсменов будет расти. Мы надеемся очень на выезды и очень благодарим наших гостей, которые приехали из Иркутска, Маргариту Павловну Весовую, судью всероссийской категории, и из Хабаровска, это сильнейший спортсмен на Дальнем Востоке Александр Шилова. Вот этот турнир первое официальное, календарное соревнование, на которых ребята из Якутии могут выполнять разряды спортивные. То есть это, в общем-то, начало именно спорта, развития спорта в Республике Саха-Якутия. Собственно, вообще соревновательная деятельность – это начало вообще жизни спортивной. Потому что можно лазить, можно заниматься скалолазанием, но пока не проводятся соревнования, серьезные, официальные, на серьезном уровне, с соблюдением правил, это еще не спорт. Это не спорт. Это времяпрепровождение, хобби, как угодно, фитнес можно назвать, да? Вот, тусовка. Ну, это здорово, это весело, это тоже очень хорошо. Но теперь, я так понимаю, вы созрели для спортивной деятельности, и вот я здесь помогать. Ну, задача на квалификации – это выявить 6 лучших финалистов и выявить их так, чтобы они не особо к финалам подустали, потому что уровень спортсменов не самый высокий, и уровень восстановления у них, соответственно, невысокий. Но формат квалификации фестивальный, и поэтому нужно, чтобы и те, кто помладше уровнем, тоже полазили. Я в среднем разделил трассы на 3 категории. Это легкие, средние и тяжелые. Легкие должны пролазать все, даже новички, чтобы они сюда приходили и не уходили с каким-то результатом. Чтобы было интересно это. Средние трассы должны лазать люди, которые занимаются уже какое-то время и уже на них бодались, чтобы легкие проходили, а на средних бодались. А для тех, кто для выхода в финал, для них средние трассы должны быть такими ходимыми. И уже на тяжелых трассах они для себя уже там борются за попытки, за все, за выход в финал. А уже в финале будут трассы другого уровня, они будут повыше, поинтереснее, поизящнее, ну и количество трасс будет меньше. Интересные. Я вот тут уже желтую трассу пытаюсь покорить, раз, не знаю, уже 100, наверное, пытаюсь пролезть, короче. Она такая хитренькая, там надо думать. Вот. Ну и опять же таки на баланс много трасс. Ну и опять на мои нелюбимые мизера. Вот мизера, они как бы это грузятся только у подготовленных спортсменов. То есть кто вот стабильно, постоянно занимается, им как бы легко мизера грузить. А мне в основном вот такие вот пассивы, это может быть и такие активные хваты большие. Это как бы для меня, а мизера я не очень люблю. Вот, трудновато, пока трудновато. Для меня это тоже новый опыт, как и для других спортсменов. Моя работа как судьи заключается в том, чтобы конкретно фиксировать саму позицию самого спортсмена. Достал ли он до бонуса, достал ли он до топа. Ну и чтобы не было никаких, конечно, ошибок,
чтобы все было чисто. Все понравилось. Организация, трассы, сами участники тоже очень компетентные. Невероятно рад, что наконец-то наши соревнования вышли на столь официальный уровень. То есть есть стимул заниматься и можно получать спортивные звания, поэтому очень стимулирует для развития. И вообще участие в соревнованиях существенно повышает уровень лазания. И я невероятно рад вообще, что столько народу, причем очень горд за тех, кто первый раз пришли. То есть очень много новичков, а те, кто уже давно занимается, существенно повышают свой уровень. И я в том числе. Что касается трасс, то очень интересно, то есть чувствуется, что где-то нужна поработать техника, где-то нужно даже прыгать, что лично для меня прыгать не очень приятно, но оказалось невероятно интересно. Спасибо постановщикам трасс, судьям, очень рад, что у нас такие соревнования проводятся. Сегодня участвую первый раз в соревнованиях и пока что прошла, по-моему, только 3 трассы. У всех такой спортивный интерес, все увлеченно лазают. Скалолазание, она очень укрепляет тело и дух. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, car chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Blackjack, dope stick, pawn chop, quick pick. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one. Salford, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Kissing in the mood, 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 kissing in the mood. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I know you from before. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Свое выступление я оценил
Ну, хорошо, но собой я недоволен, потому что в моих планах личных стояло то, чтобы пролезть все 4 трассы, и все с первой попытки. 3 трассы у меня получилось с первой попытки, 4-я оказалась такая рабочая, ну, достаточно сложная. Ну, я думаю, что на тренировках я ее, ну, достаточно побольше времени будет, и как бы я пролезу. Просто был один день вчера классификация, все равно маленько подзабились, 12 раз было. Вот. Плюс сегодня 3 трассы такие, как бы, плюс нервы работают, охота выиграть, получить первое место. Вот. Поэтому как бы так я свои оцениваю. Соревнования прошли на высоком уровне. Организация была достаточно серьезной, требования к участникам очень жесткие. Вплоть до того, что было организовано 2 зоны изоляции. Это те, кто стартует, ну, чтобы не видели трасс, не общались с уже прошедшими определенные этапы соревнований. Тех, кто прошли, тоже содержались во 2-й зоне изоляции, ну, опять же, для исключения общения между выступившими и не выступившими участниками. При проведении соревнований Федерация альпинизма и скалолазания получила колоссальный опыт в проведении и организации соревнований, можно сказать, на уровне общероссийском. Все полученные знания, которые нам привезли гости из Иркутска, будут применяться в дальнейшем при организации других соревнований, первенств, и прочих мероприятий нашей федерации. Наш скалодром открылся осенью прошлого года. За прошедшее время мы показали определенный результат уже, да? В летний период Федерация альпинизма и скалолазания совершила, значит, восхождение на хребет Черского на гору Победа, где, значит, активное участие приняли также и ученики нашей школы. Летом мы провели фестиваль на Еланке, ежегодный уже фестиваль, где также активное участие приняла наша школа. Уже начиная с этого года у нас более так активно работают секции скалолазания. Скажем, в прошлом году мы тоже открывали секцию скалолазания, но поскольку мы только открылись, сами учились и работать, и детей как бы прививали, но ходило не очень много народу. А вот в этом году уже чувствуется, что уже группы по скалолазанию детские, они полные, детям очень нравится, они посещают эти секции, и я думаю, тоже через какой-то период они тоже покажут свои определенные спортивные результаты. Совсем недавно у нас прошли первые официальные уже соревнования, хотя мы в прошлом году проводили соревнования, но не приглашались туда такие, скажем, именитые спортсмены и тренера, скажем, как вот Маргарита Павловна Лесовая и Александр Шилов. Опять-таки, благодаря поддержке директора нашей школы появилась такая возможность пригласить таких хороших спортсменов и поднять уровень соревнований на большую такую высоту, что, скажем, опять-таки тоже хорошо для нашего региона, для нашей школы, ну и для скалолазания вообще в целом, да. Очень хороший класс провел Александр Шилов, то есть и дети довольны, и вообще, то есть занимающиеся, которые смотрели, участвовали. Опять-таки, значит, были мастер-классы по судейству, то есть у нас уже появились свои судьи тоже. Тоже очень такой положительный момент, то есть в дальнейшем мы можем проводить свои соревнования без привлечения, скажем, судей извне. В дальнейшем планы, конечно, большие тоже, но, как уже сказал Александр Спиридонов, без государственной поддержки это будет очень тяжело, очень долго. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки руководство нашей республики услышало нас и помогло нам в продвижении этого вида, олимпийского вида спорта, как скалолазание. Вот когда мы начинали, естественно, не могло быть и речи о том, что у нас что-то, как-то какое-то вот такое движение будет так быстро. Конечно, мы планировали, что какой-то через период времени у нас будет расти рост, мы потом качественный будет у нас плеск и так далее, да. Но то, что оно так быстро оказалось, это действительно, вот для меня, как человек, который начинал, да, как бы, ну, один в числе тех, кто начинали только-только, да, это для меня несколько удивительно, не радует, так скажем, да. Я понимаю, что здесь очень большую руку, скажем так, в свое дело приложили президент нашей федерации Алексей Клементьевич, вот,
Семенов, директор нашей школы, да, который построил этот спортзал. Потому что именно наличие вот такого скалодрома, спортзала позволяет уже повышать свой спортивный уровень. А то, что мы ездили на Еламку, на скальный полигон, это, конечно, было ограничение по времени. Весна, лето, все, и кончилось. А здесь круглый год можно заниматься. Плюс у нас появилась возможность заниматься уже с детьми. Это уже, скажем так, это не то, что вот, например, взяли одну прослойку населения, с ней работали, и они когда уйдут с активного спорта, уже все. А у нас есть уже наследники, уже идут, которые за нами попытаем. И вот именно на базе школы, именно на базе школы это возможно стало. То есть получение, когда достижения каких-то спортсменов не исчезают в туне, как это было в 90-х годах, когда был общий распад туризма и все прочее, да, все ведущие специалисты, спортсмены ушли из Якутии, и мы остались ни с чем. Нам пришлось начать все с нуля. Естественно, это было очень трудно. И вот нас, то, что к нам приехал Александр Шилов, ведущий спортсмен России, член национальной сборной по скалолазанию, да, это очень дает очень мощный толчок, мотивацию, позитивную, скажем так, да, для детей, даже для взрослых, для меня лично, да, я вижу, что конкретный пример, чего можно достичь, занимаясь, да, систематически, регулярно, при наличии тех или иных условий. Вот. Мы были на премии у министра спорта Михаила Дмитриевича Гуляева, вот, объяснили ситуацию. Александр Шилов рассказал свое видение развития спорта именно как спортсмена, человек, который изнутри, как бы, да, как участника спортсмена, вот этого части спорта рассказал. Вот, Маргарита Павловна рассказала именно как со стороны, с точки зрения развития спорта, с точки зрения организаторов, судей и так далее. Вот, это играет очень большую позитивную роль. Воодушевившись стартом вот этим, скажем, официальным проведенным нашим мероприятием спортивным, да, у нас уже есть планы строительства более, значит, высокого скалодрома, скажем, уже по стандартам, скажем, мировым, чтобы были официальные такие стенки, чтобы можно было проводить уже, скажем, соревнования более высокого уровня. Для этого требуется уже строительство стандартного, как бы, скажем, официального скалодрома по мировым стандартам. Таких мировых, по мировым стандартам скалодромов в нашем регионе очень мало. То есть один в Хабаровске и больше нету. То есть если мы построим такой скалодром, то я уверен, что приедут к нам из других регионов спортсмены. Проведены первые квалификационные соревнования, и у нас появились свои разрядники. Это дает возможность федерации развиваться, повышается мотивация для спортсменов. И уже мы самостоятельная федерация может проводить уже квалификационные соревнования. То есть разрядников у нас по прогрессии должно расти. И до насыщения мы должны такой качественный рост в работе будет. И в планах у нас постараться выезжать, то есть планируем первые выезды, чтобы опять же увеличивать количество квалифицированных спортсменов с квалификацией. Вот такая работа на данный момент проводится. Благодаря дружной и слаженной работе федерации мы из любительского формата перешли на профессиональный уровень работы. И хочу пожелать нашей федерации, всем участникам дальнейших успехов и высших достижений в спорте.